Всем привет, друзья! Доброе утро! Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля. Но наше утро, стены нашего деревенского родительского дома пока никаким светом не красит. Опять у нас дождь с утра, опять все моросит. Вывесили копченую рыбку. Вот вчера немножко подсохло, потемнело, вообще суперская стала. Надо бы солнышко, конечно, чтобы лишняя влага еще с рыбы вышла, подвялилась, и будет вообще прекрасно все, четенько. Ну а у нас продолжается весенняя заготовка рыбы. И сейчас предстоит у нас утренняя проверка наших продольников. Мариамоль уже отцвел быстро и стремительно. Пару тюльпанчиков, тюльпаны отцвели. В общем, все идет к тому, что... Вернее, показывает то, что у нас уже весна закончилась, наступило лето. И лето у нас прохладное, моросящее. В общем, май был намного жарче, чем июнь. Вот у нас сколько травы уже. Ромка уехал в Троицк сегодня утром. Сдавать ему экзамены, сдает на категорию А. Вчера ужин был скромный, без особых песен, плясок, караоке. В общем, все, подустал народ немножко. И занимаемся теперь, ну как, заготовкой рыбы. Сейчас у меня утренняя проверка продольников. Потом поедем с Аней, тряханем удочки в клеточку. И опять работа на целый день. Дай бог там, чтобы все было нормально. Ну что, встречаемся на реке на проверке наших продольников. Ну вот мы и на реке, и какие у нас изменения. А изменения такие, что вода продолжает прибывать. Я уже не дотянулся до своей закидушки. Торчала где-то над водой сантиметров 30, наверное, как вы помните. Он еле-еле торчит, я в сапогах уже до нее не дошел. Так что закидушку проверим чуть позже. Ее можно, в принципе, поднимать уже. Что мы закинули. Да ладно, пусть стоит. Чисто, если будет нормальная погода, мужики с фидерами придут тут. Это так уже. Рыбы наловили, так сказать. И теперь вот эта удочка, фидер, чисто уже, как говорится, ради удовольствия. Вот как сказать, рыбалка ради удовольствия. Рыбалка для рыбы. Мы занимаемся вот сейчас вот продольниками, потом заниматься будем сеточками. Это рыбалка, как говорится, заготовка рыбы. А для удовольствия он, пожалуйста, взял фидер или удочку и сиди себе на здоровье. Так вот что. А мы уезжаем. Уезжаем на проверку наших продольников. Посмотрим, что сегодня нам даст Печора матушка. Погнали. Золотые купола. Вон тут был берег. Ходили вот, пробовали хариуса, да, помните, пару дней назад. Он весь берег до кустов уже затопили. А вот наша закидушечка уже торчит 2 сантиметра. И до палки уже не дойти. Уже выше колена. Хотя палку изначально пихал я на уровне берега.
вчера у нас первый продольник был пустой на вечерней проверке. Сегодня что, будем дать шанс? Давайте дадим тоже шанс на сход. Так, не понял, что сегодня. Нет, сегодня что-то есть небольшое. На последнем крючке что-то у нас есть. И это что-то походу подвязок. Так, а так, наверное, лучше видно, я так думаю. Раз. И в дамках. Ну, когда попадает или за нижнюю, или за верхнюю губу, рыба доходит до лодки. А когда за край, рот у нее рыхлый, рвется сразу. Ну, естественно, вон, как мы видим, ни одного крючка с червячком. Все поедено. 100% здесь была рыба и, скорее всего, уже сошла. Потому что прошло с момента проверки около, наверное, часов 10, наверное, уже. За такое время рыба сходит. В идеале надо вот через каждые 2 часа проверять. Но некогда. Нет столько времени у нас баловаться этими продольниками. У нас есть более продуктивный способ ловли. Так. Есть натяжечка. И походу там он не один. Вот он язь идет. Там дальше окунь дохлый. Спокойно. Видите, он сразу как вот резко нырнул под. Вот так вот делать, по идее, не надо резко поднимать. Но повезло, значит, этот язь был наш. Он не сошел. Вот он тоже попал за край верхней губы. И вот такой еще неплохой окунь. Уже заглотил, окочурился. Ну, наполовину почти живой. Был недавно. Вот если долго не проверять, вот потом вот такие дохлые рыба начинает крутиться так вот вокруг продольника и скручивает. Видите, да, вот леска уже скручена. Насколько? Приехали бы мы чуть позже, из продольника был бы скручен огромный комок лески и замучились бы распутывать. Ну, нормально. Видите, да, как он сколько раз он подыхает вот так коромыслами, начинает потом вот так вот закручивать. Распутаем. Ну все. Хотя бы по одной рыбке на продольнике было бы неплохо. Как бы особо переживать уже нечего. Без рыбы гости уже не уедут. Но еще немножко надо. Потому что хотят сделать и консервы тоже. И немножко так солененькое отвести на копчение. Так что еще надо половить.
Смотрим дальше. Здесь тоже веревка длинная, надо бы сделать покороче. Немножко неудобно. Так, натяжечка вроде бы есть. Что-то леска в стороне. А нет, это просто засыпало. Засыпало. Или есть. Что-то я не пойму. Нет, что-то дергает. Что-то не крупное дергает. Хариус. Да. Красавец. Нет, не хариус, подвязок. Шустрый подвязок консервного размера. И все. Нет, там еще один ёршик. Ёршик. Ершей в этом году тоже маловато. И уже они, как мы видим, летние. Без икры. Весной по первой воде, когда ловишь, они пузатые такие, все с икрой. Вкусняшечки. Немножко в этом году не успели. Все пришло намного раньше. Сейчас и все лето, наверное, такой дождливый теперь будет. Ни то, ни сё. Ничего. Будет и на нашей улице праздник. Сейчас рыбы заготовим немножко. Продольники поднимем. Очень много дел еще. Все надо выкосить 2 участка. Поправить изгородь. Столбы поменять. Там одно, другое, третье. С борщевиком побороться. И потом, я так думаю, как раз вода упадет. Вода немножко согреется. И будем заниматься рыбалкой. На удочку, на спиннинг. И все такое. Всему свое время. Успеется. Если получится, может быть, сгоняем куда-нибудь на лесную речку. Так, у нас тут опять черная гнилая веревка. Все хочу поменять и все не меняю. Потом, когда оборвется, буду жалеть. Так, это что за фигня? Якорь. Так, а здесь у нас кто-то дергает. Вот он, язь. Буйный. Тихо, 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 тихо. Вот ты, наверное, уйдешь у нас. Не ушел. Не ушел, так не ушел. Полез за ведерочки. Ух ты! Даже с ведра ушел. И еще кто-то есть, еще один язь. Еще 2 язя сразу. Или что это, я не понял. Да. Двоечка. Дуплет. 2 крючка рядом. Вон какой хороший язь. И второй тоже. Вот Янцкадан. Порадовал продольничек. Вон, видите, да? На небольшом расстоянии. И друг за другом они попали. Янцкадан. Отлично. Савасбур. +3. Молодец, продольник. Хорошо сработал. Не знаю, как будет видимость. Дождь зарядил конкретно. Ну, по возможности будем протирать объектив. Здесь кто-нибудь да будет видно. Так, опа, опа, опа. Это кто у нас там такой буйный? Это что у нас там? Задерганный язык. Вот
вот так идет. Бычок качается. О, этот стопудово уйдет. Слишком буйный. Нет, не ушел. Потому что нельзя. Вот так вот. За нижнюю губу. А если бы туда-сюда, и он бы ушел. Но туда-сюда он не успел сделать. Так что иногда бывает без подсака поднимать даже надежнее. Ну когда как. Когда за рыхлую часть попадается, и особенно когда крупный язь, конечно, лучше желательно подсак, потому что при подъеме губа рвется и все. Дождичек поливает. Скоро, наверное, грибы пойдут с такими дождями. Уже неделю льет, считай, с перерывами. В начале июня, если пойдут грибы, это будет что-то с чем-то. Прошлый год были грибы, но в конце июня. В конце июня уже. Так, а что-то у нас сегодня, походу, с червями не очень. Червей маловато, что-то не посмотрели. Дай бог, чтобы на проверку хватило. Мальков так и не поймали. Хотя братан бредежок малявочник дал. Вот это все некогда было. Да и в такую погоду, где этого малька еще найти, вопрос. На Печоре его точно нету. В солнечную погоду хоть он возле берега пасется. А в такую погоду я не знаю, где его искать. Только если где-то на лесных ручьях, где-то в заливчиках. Ладно, разберемся. Если что, чтобы не отвлекаться, можно будет поднять, наверное, эти продольники скоро уже. Посмотрим. Так, вот у нас зеленая бутылочка, и здесь, скорее всего, кто-то был. Чуть-чуть в сторону. Чуть было бы не было. Чуть не пропустили. Хорошо, что веревка выдержала. Когда подъезжали, там показалось, за бутылкой что-то всплывало. Возможно, этот яйц, хотя глубина здесь нормальная уже. Ну-ка, да? Вот он здесь, недалеко на первом крючке, да, вот, я же говорю, он тут плавал. Так, этот наш. Да успокойся ты, успокойся. Наш красавец всю губу уже порвал, еще чуть-чуть бы и ушел. Но не ушел. И все, больше никого. Вот я подъезжаю к бутылке, он прямо за бутылкой так тин-тин-тин плавает, видно. Приподнялся и как на поводке. Вот я сказал, ничего, у нас плюс один экземпляр. Ну, потихоньку улов растет. Че? Несмотря на непогоду, в парке мы полощем воду. 50 пивас. Так, что нам белорусский пенный напиток даст? Опа, натяжка есть. Натяжка хорошая. Хороший язь идет. Добренький такой. Иди, друг, не бойся. Молодец. Он добренький какой. Хорошенький. Когда что-то еще там походу. Что-то, да, еще ёршик. И еще там еще язык идет. Ну давай. Опа, куда-то цеплялась. Тихо. Наш клиент. Вот
Ой, язычек. И все. Блин, куда-то зацеплялась. Возможно, это оборванный продольник. Но не до конца. Ладно, вода как упадет, поищем. 2 груза и 2 продольника у нас здесь на дне лежат. Ой. Все, ничего, сам не мокнешь. Штаны и ноги, да. Здесь он стекает и немножко намокает. Так что надо проверим, сейчас домой поедем. Поменять одежду, надо будет, штаны подсохнут. От червей-то у нас уже немножко осталось. Хотела бы проверить все. Уже мелкими червями насаживаю. Так. И здесь у нас каменистое дно, перекатик. Слышно, как якорь бился по камням. Так, видно там хоть ну что-нибудь. Так что здесь есть надежда на Хариуса. Натяжку вижу. Натяжка есть. Вижу язя. Иди, мой хороший. И там еще что-то есть. Иди, мой хороший. Иди, мой хороший. Так, раз. Иди сюда. 2. Оба 2. Сладкая парочка. Отлично, Энскадан. Отлично. Хариуса сегодня пока еще мы не видели. Так, ну что-то отцепился. Молодец. Ничего, еще не вечер. Наша бомбочка. Посмотрим, что на бомбочку попало. Бомбочка наша поймала язя. Так, натяжка есть. Прямо на первом крючке кто-то дергает. Язь, хороший язь. Сейчас посмотрим, ты хороший или не очень. Хороший. Там вижу еще натяжку. Так, ты полезай пока в кузовок. А с вами мы сейчас разберемся. Так, идет, пока идет. Опа, не дошел. Один ушел. И еще один. Двое дошли, один ушел. Ну, неплохо. 2 штуки на продольник. 3 попадало. Не попадало, то тут, наверное, на крючке. На каждом крючке они сидели. Ну, на момент проверки их было 3. Осталось 2. Тоже неплохо. Улов растет, Энскадан. И у нас еще остался крайне последний продольник. Так. Ну, что нам напоследок скажет матушка Печора? Чем она порадует на последнем продольнике? А натяжка вижу есть. А натяжка есть. И натяжка неплохая. Вижу окуня. Вижу язя. Так. Язя отцепляем. Там еще что-то есть. Еще язь. Тихо, какой ты буйный. Ух ты, хороший. Уйдет, ушел. Я же видел, за край губы был зацеплен. Такого надо с подсаком, конечно, хорошенький был. Самый крупный, наверное, за всю историю весенней рыбалки на продольнике. Но мы уже 2-ю проверку борзеем немножко. Каждому даем шанс. Поднимаем без сака.
Ну, как мы видим. Вчера тоже здесь на последнем продольнике тоже был сход. Ничего страшного, значит был не мой. Вот такой еще окунь, красавчик. Я не знаю, что было видно. Старался вытирать, протирать. Надеюсь, что-нибудь да будет видно. Так, закончили мы утреннюю проверку наших продольников. Улов, ну, в принципе, стандартный. Вчера было чуть-чуть больше, может быть, на пару людей. А так, килограмм 5 есть однозначно. Неплохо, неплохо. Вот поймай ты столько рыбы на удочку или на продольник за такое короткое время. Не поймаешь. Сколько вот мужики на фидер сидели, на удочке. Ну, за сутки, может быть, там поймают, ну, с килограмм, с полтора, может, и все. Ну, максимум 2. А тут утром встал, попил чаю, сел на лодку, прокатился, проверил продольнички. За час, вот, пожалуйста, тебе 5 килограммов. Грубо говоря, почти целая закладка в автоклав. Ну, чуть-чуть не хватает. Но 2 проверки однозначно это будет закладка. 7,5 килограмм на одну закладку на 15 банок. Это уже 15 банок консервов. Так что не говори, продольники самые продуктивные. Ну, после удочки в клеточку, конечно, там уже не поспоришь, там рыбалка серьезная. А так вот, чтобы возле дома, никуда не выезжая, поймать рыбы, практически без проблем. Ну, сегодня, да, поливает, но не всегда же дождь, бывает и хорошая погода. Все, закончили мы проверку. Сейчас домой переодеваться, перекусить и выезжаем на проверку наших сеточек. Но рыбалку сетями увидят только зрители, подписчики Дзен Премиума. Прошлый год было так же, в этом году будет так же. Чтобы было какое-то у них хотя бы преимущество. Их осталось мало. Что-то 76 последний раз смотрел. Вот эти 76 человек и буду смотреть рыбалку сетями. Но остальные, если жалко 100 рублей на подписку, в чем плюс подписки, я еще повторюсь, это не мне 100 рублей, это за подписку, потому что кто подписан, во-первых, нет никакой рекламы там, вообще можно смотреть спокойно. 100 рублей в месяц это не такие большие деньги. Мне лично приходит оттуда минус 10% забирает Дзен, и потом еще с общей суммы 13. Но где-то со 100 рублей мне 76-77 рублей вроде бы приходит, и все. Так что обогатиться я сильно не богатым не буду с этих 100 рублей. Ну, если, конечно, наберется у меня 300, 400, 500 там подписчиков, копеечка будет, конечно, заметная уже. Так что подписывайтесь на Дзен Премиум и будете смотреть фильмы в первую очередь. Они у меня выходят на премиуме и без какой-либо-то рекламы. Вот, как-то вот так. Рыбалку сетями увидят только подписчики Дзен Премиума. Ну, а те, кто не подписан, с вами мы встретимся здесь на вечерней проверке. И не знаю, возможно, она будет тоже последней, потому что, ну, посмотрим, ничего не будем загадывать. Посмотрим по погоде, потому что пока это все это отвлекает тоже немножко, конечно, и пока есть чем заняться, есть много других работ. Тем более послезавтра у меня рейс. Вот опять надо будет уезжать в рейс. Разрываюсь, ничего не успеваю, но потихоньку получается. Так что надолго не прощаемся. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.